Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 11 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон на полях форума мира и доверия в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердимухамедовым. 11 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон на полях форума мира и доверия в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердимухамедовым. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления и расширения многостороннего сотрудничества между двумя странами. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул приверженность Таджикистана развитию сотрудничества с Туркменистаном в духе стратегического партнерства. Большое внимание было уделено укреплению торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению связей в сферах транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях. Была отмечена заинтересованность обеих стран в расширении культурно-гуманитарных связей. В ходе конструктивной беседы также были затронуты вопросы сотрудничества в рамках региональных и глобальных организаций. 12 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил с речью на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, который пройдет в рамках Международного года мира и доверия 2025. 12 декабря президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил с речью на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, Туркменистан, который пройдет в рамках Международного года мира и доверия 2025. В начале своего выступления глава государства выразил признательность руководству Туркменистана и Организации Объединенных Наций за проведение этого важного международного форума и поздравил народ Туркменистана с 30-летием установления постоянного нейтралитета страны. В ходе своего выступления Эмомали Рахмон, напомнив о неоднозначной геополитической конкуренции и ослаблении норм международного права, заявил, что рост вызовов и угроз в современном мире приводит к замедлению темпов экономического и социального развития. Было подчеркнуто, что мир и доверие играют важнейшую роль в продвижении международных отношений, снижении угроз и рисков, создании благоприятных условий для сотрудничества и устойчивого развития на мировой арене. По мнению уважаемого Эмомали Рахмона, обеспечение этих ценностей позволяет международному сообществу решать сложные проблемы сегодняшнего мира в атмосфере взаимопонимания и общей ответственности. В то же время было подчеркнуто, что такие негативные последствия экологических угроз, как изменение климата, стремительное таяние ледников, загрязнение окружающей среды и другие проблемы, также требуют консолидации совместных усилий международного сообщества. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил о душанбинских процессах по вопросам водных ресурсов и противодействия терроризму, отметил, что Таджикистан постоянно вносит свой вклад в решение глобальных проблем. Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан последовательно поддерживает все инициативы по укреплению мира и безопасности в мире. В этой связи вновь было упомянуто прошлогоднее предложение Таджикистана Организации Объединенных Наций объявить десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений. В заключение глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, торжеством мира назвал гарантии обеспечения справедливости, равенства, уважения прав и свобод человека и подчеркнул, что мировое сообщество должно бережно относиться к этой ценности, опираясь на доверие, диалог и сотрудничество. Было подчеркнуто, что Таджикистан готов и впредь вносить свой вклад в процесс обеспечения безопасности и устойчивого развития, используя общепринятые дипломатические традиции, широкий конструктивный диалог и другие мирные средства решения проблем. 15 декабря в 10 часов в городе Душанбе состоится 4-я сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан будут проходить регистрацию 14 декабря 2025 года с 9 до 17 часов и 15 декабря 2025 года с 8 до 9 часов в организационном отделе аппарата Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В городе Душанбе состоялся городской этап Олимпиады Spelling Bee. Это мероприятие было проведено на основании распоряжения начальника Главного управления образования города Душанбе от 10 декабря 2025 года.
Его цель – повысить интерес учащихся к английскому языку и выявить лучших юных знатоков языка. Подробности в репортаже наших коллег. В целях исполнения плана мероприятий Главного управления образования города Душанбе о проведении третьего городского этапа Олимпиады Spelling Bee и с целью повышения интереса учащихся к изучению английского языка в государственном учреждении Центр выявления и развития талантов при Главном управлении образования города Душанбе состоялся городской этап данного конкурса. Следует отметить, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению языковых знаний, развитию речевой культуры, повышению уверенности в себе и совершенствованию учебных навыков учащихся. Было подчеркнуто, что организация таких олимпиад играет важную роль в развитии талантов подростков, повышении уровня владения иностранными языками и подготовке квалифицированных кадров для будущего страны. Олимпиада проводилась среди учащихся 5-7 классов образовательных учреждений города Душанбе. В ней приняли участие 57 победителей районного этапа, лучшие представители своих школ по английскому языку. Участники продемонстрировали свои знания и быстроту реакции в нескольких конкурсных этапах. Согласно правилам конкурса, из числа участников были отобраны 12 победителей, которые проходят в 4-й этап и будут поощрены на церемонии награждения 3-го этапа. Городская олимпиада Spelling Bee стала еще одним шагом в направлении развития знаний и возможностей учащихся города Душанбе. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана состоялась конференция под названием «Изучение и информирование о защите общества от терроризма и экстремизма». Мероприятие было организовано при поддержке профессионального лицея туризма и сервиса города Душанбе. Все подробности у моих коллег. Конференция, прошедшая в стенах Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, собрала представителей образовательных учреждений и правоохранительных структур, а также активистов гражданского общества. Основной целью конференции стало информирование участников о мерах, направленных на предотвращение и борьбу с проявлениями терроризма и экстремизма, в соответствии с инициативами лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В начале мероприятия было подчеркнуто значение стратегии противодействия экстремизму и терроризму на 2021-2025 годы как одного из ключевых государственных документов, реализация которого требует совместных усилий всех государственных структур, интеллигенции, молодежи и гражданского общества. Участники конференции обсудили актуальные проблемы, связанные с терроризмом и экстремизмом, которые представляют собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности как в Таджикистане, так и за его пределами. Ведущие эксперты отметили, что защита общества от этих явлений возможна только через обучение, повышение уровня правовой грамотности, воспитание молодежи и развитие национального мышления. В ходе обсуждения были предложены конструктивные идеи по укреплению сотрудничества между учреждениями образования, средствами массовой информации, общественными активистами и властями. В городе Душанбе состоялось подведение итогов городского этапа республиканского конкурса рисунков на тему «Безопасность дорожного движения». Конкурс проходил с 15 ноября по 10 декабря текущего года во всех регионах страны. Наши коллеги подготовили репортаж с церемонии награждения победителей. В Душанбе подвели итоги городского конкурса рисунков «Безопасность дорожного движения». На мероприятии собрались представители ГАИ, руководители образовательных учреждений столицы, педагоги и, конечно, сами участники. Авторы более чем 220 работ, представленных с 1 по 9 декабря. Организаторы отмечают, конкурс – это не просто творческое соревнование, это еще один способ напомнить детям и подросткам о важности соблюдения правил дорожного движения. Чтобы дорога была безопасной, знание правил дорожного движения должно становиться привычкой с раннего возраста. Именно поэтому подобные инициативы ежегодно поддерживают и ГАИ, и городское управление образованием. Жюри определило 6 победителей. 1 участник занял 1 место, 2 – 2 и 3 школьников получили 3 место. Победителям вручили дипломы, благодарственные письма и памятные подарки от столичной государственной автомобильной инспекции. Благодарностями отметили и тех, кто помогал в подготовке проведения конкурса. Организаторы уверены, такие проекты не только развивают детское творчество, но и формируют ответственное отношение к поведению на дороге, а значит, делают город безопаснее для всех.
Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.